А сейчас мы перейдем к башкирской кухне. У каждого народа свой взгляд на то, какой должна быть еда. На это огромное внимание и влияние оказывает образ жизни. Башкиры вели полукочевой образ жизни. Зиму они проводили в деревнях, а на лето, с весны до поздней осени выезжали в кочевье. И поэтому еда должна была быть удобной для перемещений и для приготовления. Основное блюдо готовится из конины, баранины и очень много кисломолочной продукции. Также очень много блюд готовится из теста, мяса и картофеля. Поэтому башкирская национальная кухня также отличается обилием мяса во всех горячих блюдах и в закусках. Основными блюдами, конечно, являются такие, как козылык, или козы его называют, это конская колбаса. Много сухого творога, ремщик называется. Потом есть вишня в топленом масле, черемуховое масло. И считается, что эти все блюда, они все сушатся, вялятся, и они даже в любую жару не портятся и имеют долгий срок хранения. И высокую такую продуктивную жирность, которая может насытить любое время. Я немножко остановлюсь на айране. Айран – это напиток, который готовится из кисломолочного продукта катык. Просто берется этот катык, в определенный сосуд наливается, разводится ледяной ключевой водой и пьется. И он, получается, утоляет жажду в любую погоду. И до сих пор в современной кухне он применяется. Еще считается, есть такой напиток кумыс, про который тоже много знают. Он готовился именно в дороге. Сосуд с кобыльим молоком привязывался к седлу и болтался в течение дня. И получался замечательный напиток кумыс, который имеет лечебные способности. Хозяйки сегодняшней кухни Галимова Зухра Рафаиловна, она покажет мастер-класс по приготовлению бишбармак, а Хисматуллина Альмира Вагизовна приготовит для вас кыстыбый. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня на башкирской кухне. Я хочу сказать, что башкирская кухня немножко отличается приготовлением. Издревле башкиры вели кочевой образ жизни, и поэтому башкирская кухня очень простая, без изысков, но очень сытная, калорийная. У нас я буду сегодня готовить блюдо, которое называется бишбармак. Его готовят самым большим гостям и на самые большие праздники. У меня мама его готовила всегда, когда мы приезжали к ней в гости. И я это называла праздник живота. Сейчас, мы отвариваем мясо. В большинстве случаев это баранина и гусятина. Отваривается картошечка. И потом, в последнюю очередь, мы отвариваем лапшу. Но лапша не обычная, а крупная. Почему называется бишбармак? Потому что ее можно кушать, это блюдо можно кушать руками. Очень удобно. Заправляется лапша. Лапша делается, как обычно лапша, соленая вода, яйцо и тоненько раскладывается. Есть секрет, как мама говорит, что надо тесто, лапшу, очень хорошо мять, раскатывать, как она говорила, до щелчка. И тогда оно не будет разваливаться. И так порциями потихонечку, понемножечку отвариваем. Потом, до того, минут 5, потому что эта лапша у меня замороженная, минут 5 надо будет готовить. Если свежая, то минуты 3 достаточно, потому что она мягкая, свежая, и она быстро готовится. Сварилась, ее надо вытащить и разложить. И желательно ее сразу постараться разложить ровненько, чтобы она не успела слипнуться. А потом оформляем блюдо. Баранина, мясо варится, это барашек молодой, поэтому час 20 варится. Потом отваривается картошечка. Обычным способом соленой водичкой картошка отваривается и раскладывается на блюдо.
Ну, на любителя. Кто-то любит много картошечки, кто-то вообще ее не кушает. Так, и потом сверху раскладывается лапша. Лапша у нас варилась в горячем бульоне соленом. Можно разбавить бульон водой, и надо полить ее бульоном с луком. Значит, надо отметить, что в башкирской кухне используется очень мало специй. Это лук, чеснок, черный перец и соль. Ну, в сезон всегда еще использовали укроп. Мы собрали блюдо, и сейчас это все заливается горячим бульоном. Это даже не бульон, а жир, который снят сверху с бульона. С солью, с перцем, с луком, укропом. Блюдо называется бишбармак. Бишбармак в переводе с башкирского 5 пальцев. И это блюдо можно есть руками. Но мы люди цивилизованные и едим ложками. Очень есть прикольно деревянными ложками. Вот это все кушается, каждый накладывает себе в тарелочку и запивается бульончиком. Бульон тоже с луком, можно с перцем, с чесноком и укропом. Наш бишбармак готов. Приятного аппетита! Приходите в гости! Здравствуйте! Сегодня я пришла сюда, на это мероприятие, чтобы показать мастер-класс по выпечке и изготовлению кыстыбый. Это башкирское национальное блюдо. Готовятся пресные лепешки, и которые заправляются картофельным пюре. Можно и пшенкой, можно и тыквенные с картофельным пюре, можно с творогом, с чем хочешь. Мы сегодня будем делать картофельное пюре с жареным луком на масле. Тесто готовится пресное. Его можно готовить на молоке, можно молоко с водой перемешать, можно на картофельном отваре, можно на кефире. На кефире, получается, они толстоватые, а потом вы дальше увидите, что будут лепешечки тоненькие. Мы сегодня будем готовить на молочке. 100 грамм молока, 1 яйцо куриное, помытое, у меня уже все приготовленное, разбивается. Также сливочное масло 50 грамм. 50 грамм сливочного масла. Подсаливаем. И замешиваем тесто прессно. Вот так вот замешивается. У нас картошечка варится на плите. Пока она варится, мы вот почистили лук и нарежем меленько. 2 лучка хватит на это количество. У нас начинка пока готовится, а тесто у нас уже отдохнуло. Мы сейчас будем приступать к изготовлению наших лепешечек. Вот такие сделаем маленькие еще лепешечки, вот такие. Вот так. Заготовочка. Тесто послушное такое, отдохнувшее. Сковородку поставили на огонь. Туда ничего в сковородку не ложим. Сковородка должна быть сухая. Вот. Катаем лепешечку. Сделаем вторую лепешечку. Это все складываем аккуратненько в пакетик. Вот такая лепешечка получается. Видите, они тоненькие, прозрачные. И вот так вот красиво раскладываем, несколько штук. Сделаем, выпекаем. Так, лепешечку выкладываем на разогретую сковороду. На сухой сковороде мы ее выпекаем с 2 сторон. У нас сварилась картошка, пожарился лук.
на сливочном масле. Сделали обычное картофельное пюре, только с лучком. Поперчили, посолили. Вот. Вот оно готово. Видите, какое? Ну, довольно-таки такое тугое. Теперь мы начиняем. Начиняем. И закрываем. Вот наш кыстыбый готов. А кыстыбый почему? Он просто прижат. По-татарски кыстыбый это прижатый, можно сказать, приплюснутый, прижатый. Он не закрывается вот так. Видите, вот просто прикрыли. Вот. Когда мы выпекаем, вот, да, выпекли, мы обязательно ложим вот на полотенчик и закрываем полотенчиком. Обязательно, потому что это тесто может поломаться. Оно очень пресное, ничем не, можно сказать, ничем не сдобренное. Берем, тут целую стопку обычно печем, и вторую начиняем, и так далее. Вот мы сделали лепешки, да. Теперь нам надо сдобрить это блюдо, чтобы оно стало вкусно. Вообще башкиры любят все жирное, масляное. Так надо смазать их, чтобы по рукам бежало масло. Стекало масло. Вот берем масло сливочное хорошее, растопим его. Вот, растопили. И теперь каждое наше изделие кыстыбый смазываем сливочным маслом. Не обмакиваем, ничего. Как блины можно было обмакать, а тут вот так вот. Наши кыстыбы готовы. Вот так вот я вам сегодня показала, как я готовлю кыстыбы. Башкирское национальное блюдо, башкирские лепешки, начиненные картофельное пюре с зажаренным луком. Потом смазанные сверху с обеих сторон так жирненько, чтобы было, чтобы вкусненько было. Оно податливое, такое легкое, ну, очень податливое тесто получается. Чай, лимон, мед и приятного аппетита. Приходите в гости на чай.